Добро пожаловать в новый день. Доброе утро всем, кто проснулся, и тем, кто еще не засыпал. Начинаем новую неделю, новый месяц, новый день, весну. Встречаем вместе с нами. Я и мои коллеги сегодня на протяжении часа будем знакомить вас только с полезной утренней информацией. Итак, 2 марта на календаре. И давайте знакомиться со знаменательными датами и событиями этого дня. В первую очередь поздравления с профессиональным праздником сегодня отправляются театральным кассирам. Впервые праздновать этот день было предложено в 2009 году Государственным драматическим театром «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, с целью чествования данных работников, увеличения популярности, престижа и привлекательности их профессии. Также Международный день спички отмечается сегодня. Все мы знаем об их важности в быту. Инициатор праздника неизвестен, к сожалению, однако следует отдать ему должное. Спички всегда входили в неприкосновенный запас и активно пользуются повсеместно, несмотря на все достижения технического прогресса. Ну а в далеком 1983 году в этот день в Лондоне представили первый компакт-диск с записью 9-й симфонии Бетховена. С тех пор день 2 марта считается днем компакт-диска. Действительно, время очень быстро идет. Помню, только недавно это было в детстве. Лежали у нас виниловые пластинки, после их заменили аудиокассеты. Ну а на смену им пришли компакт-диски. Не стоит забывать, я думаю, о тех моментах, которые изменили ход времени. Ну а у православных христиан сегодня, 2 марта, начинается Великий пост, наступает чистый понедельник. В этот день принято полное воздержание от пищи и провести день в чистоте. Погода за окном весьма переменчива. Что нам готовит первый весенний понедельник, узнаем в свежем прогнозе погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 25, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 15. В заречных Улусах минус 23, минус 26 утром, днем минус 12, минус 16 градусов. В южных Улусах утром минус 18, минус 20. Днем минус 11, минус 13 градусов. В Вилюйских Улусах минус 21, минус 23 утром, днем минус 13, минус 15 градусов. В Нижнеленских минус 24 утром, днем до минус 16, минус 17 градусов. А в западных Улусах минус 17, минус 20 утром, днем минус 11, минус 12. В Колымэ-Дигирских Улусах минус 19, минус 23 утром, днем минус 13, местами минус 21 градус. В Янских Улусах минус 20, минус 27 утром, днем минус 17, минус 20 градусов. На северо-западе минус 18, минус 26 утром, днем ожидается до минус 16, минус 19. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 29 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 13, минус 15 градусов. Доброе утро! О том, как встретить утро бодро, у каждого наверняка есть свой секрет, с чего начать утро каждый знает сам. Но я надеюсь, что наши советы вам как-то помогут. 4 способа правильного начала дня. Первый способ – ранний подъем. Раннее утро – время, когда можно влиять на судьбу в буквальном смысле слова. Временной промежуток благоприятного подъема – 5-6 утра, максимум до 7 утра каждый день, и в будни, и в выходные. Одни из небольшого числа плюсов, которые вы получите в результате раннего вставания – станете здоровее, появится больше бодрости и энергии, улучшится пищеварение, в разы улучшится умственная деятельность. Второй способ – чистая сырая вода.
Зачем пить воду сразу после пробуждения? По исследованиям ученых, 1-2 стакана сырой воды утром оказывает очень благоприятное влияние на наш организм. Вот немногие из них. Подготавливает желудочно-кишечный тракт к работе, восстанавливает водный баланс организма, оказывает очищающее действие на организм, ускоряет обмен веществ. Третий способ. Утренний туалет и душ. Как правильно начать утро без утреннего омовения? Никак. Утром нужно мыться и обязательно, так как за ночь организм очищается и на поверхности нашей кожи остаются токсины и грязь, которые обязательно нужно смыть, так как после 9 утра в организме начинается обратный процесс всасывания из окружающей среды. Также прохладный утренний душ помогает быстрее проснуться и смыть ментальную или по-другому тонкую психическую грязь. Перед душем нужно сходить в туалет, а никак не после него. Также не забудьте почистить зубы. Четвертый способ – зарядка. Какие-либо физические упражнения – классный способ пополнения энергии и развития в себе дисциплинированности. Особенно рекомендуется мужчинам. Еще до завтрака лучше размять свое тело. В то же время не нужно давать себе какие-то тяжелые физические нагрузки, так как раннее утро подходит для этого меньше всего. Это может быть просто зарядка, либо небольшая пробежка с разминкой, либо бассейн или любое другое умеренное упражнение на развитие выносливости. Благодаря утренним упражнениям мы полностью пробуждаем свой организм, подготавливаем его к трудовому дню. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. В Якутии в 2020 году в рамках пилотного проекта «Занятость на селе» создадут 350 новых рабочих мест. Проект «Занятость на селе» направлен на снижение уровня безработицы и создание условий для трудоустройства сельского населения республики. Сегодня в нашей студии руководитель отдела активной политики, занятости и государственного контроля Надежда Михайлова. Надежда Валентиновна, доброе утро. Здравствуйте. Давайте вкратце проинформируем наших телезрителей о ситуации в целом на рынке труда. На сегодня у нас рабочая сила составляет 501 тысячу человек, из них 465 человек – это занятые в экономике. То есть количество безработных по республике – это 34 тысячи человек. Но это можно сказать, что в последнее время количество безработных граждан уменьшается. Но при этом, у нас служба занятости действует во всех улусах республики. Мы работаем, по заявлениям граждан, предоставляем государственные услуги, трудоустраиваем. Но тем не менее, в сельской местности нет постоянных рабочих мест, нет вакансий, которые предоставляются работодателями. Можно сказать, что в сельской местности безработица, она выше, чем средняя по республике. Например, в сельской местности 151 тысяча – это рабочая сила, 140 тысяч человек заняты в экономике, а 13 тысяч не работает. И это составляет 8,6%, что выше, чем республиканская общая безработица. Госкомитетом занятости с 2018 года реализуется проект, как раз таки, о котором мы сегодня говорим, «Занятость на селе». Как проводится работа в рамках данного проекта? В связи с этими причинами мы с 2018 года начали этот проект «Занятость на селе». Проект «Занятость на селе», он ориентирован на консолидацию государственных и муниципальной поддержки в целях адресного подхода. В течение 2 лет мы посетили все поселения 4 улусов, которые относятся к пилотному проекту нашему. Это Хангаласский улус, Оленёкский, Намский и Горный улус. Нам остается еще в этом году посетить несколько поселений Намского улуса и 2 поселения Оленёкского улуса. Посещая эти поселения, мы разговариваем с населением, выявляем безработных. Для каждого безработного стараемся выработать индивидуальные планы трудоустройства, выявляем их желания и совместно с 9 министерствами, которые работают с нами, мы вырабатываем те механизмы и предлагаем их гражданам, с которыми мы встречаемся. Здесь очень активно работают муниципалитеты. Наш проект именно ориентирован на то, чтобы служба занятости тесно сотрудничала с муниципалитетами, потому что муниципалитет, глава поселения, он знает больше о своем поселении, кто не работает, кто нуждается в
тех или иной поддержки. Мгм. Ну, например, в 2019 году вот, с помощью вот этого нашего проекта в поселении Красный Ручей начало производство сыроварения в Хангаласском улусе. Вот интересный такой проект. В улусах у нас организуется, значит, очень много по производству пиломатериалов, значит, организуется, ну, тоже также и торговля, значит, организуется, частные поликлиники. В последнее время у нас тоже такое появляется. Ну и салоны красоты, парикмахерские, бытовые услуги, это как бы тоже развивается в селе. Мгм. Известно, что в конце этого года заканчивается реализация дорожных карт вот в 4 улусах, да, в Хангаласском, Намско-Ленёкском. В рамках как раз-таки данного проекта каких вы результатов ждете? Ну вот за 2019-2020 год мы планируем создать 350 рабочих мест. Значит, и в 2019 году мы трудоустроили более 800 человек в вот этих 4 улусах. И на сегодняшний день, в этом году, мы тоже планируем трудоустроить не менее 800 безработных граждан. И работа будет продолжена. В этом году мы также, значит, собираемся проанализировать те механизмы, которые более эффективно влияют на безработицу на селе, и непосредственно вот эти механизмы реализовать уже в других сельских населенных пунктах. Можем ли мы говорить, что безработица совсем искоренится? Ну, об этом, конечно, наверняка невозможно сказать, потому что целью проекта является непосредственно выработка тех механизмов, которые эффективно влияют на снижение безработицы. Ну и также мы обучаем сельское население, тех граждан, с которыми мы встречаемся, поиску работы, как искать работу, как разговаривать с теми или иными, значит, ветвями власти, и вырабатывать, находить решение своих проблем и достигать своей цели. Спасибо большое, Надежда Валентиновна, за участие в нашей программе. Желаю вам отличного дня сегодня, плодотворной работы. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Практически ежемесячно в России происходят изменения в законах, касающихся жизни россиян. Не стал исключением и март 2020 года. В первом месяце весны запланирован целый ряд нововведений в различных сферах законодательства. Предлагаем ознакомиться с подборкой главных изменений, которых стоит ждать уже с марта. 1 марта 2020 года в России начинает работать закон о так называемом гонораре успеха для адвоката. Конкретно речь идет о включении в соглашение об оказании юрпомощи условия, согласно которому размер выплаты доверителям вознаграждения зависит от того, какой результат сформировался после ее оказания. Исключение в этой ситуации представляют помощь по уголовному делу и по делу об административных правонарушениях. Дополнительно сообщается, что минимальный стаж адвокатской деятельности теперь снижается в России с 5 до 3 лет. Этот показатель используется для учреждения адвокатского кабинета, адвокатского бюро или коллегии адвокатов. В сфере фармацевтики с 1 марта начинают работать новые правила. Нововведения затрагивают лекарственные препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, относящиеся к незарегистрированным. До 31 декабря 2023 года их можно ввозить в страну для того, чтобы по жизненным показаниям оказать медпомощь определенному пациенту или группе пациентов. Такая норма будет работать в том случае, если зарегистрированные лекарственные препараты неэффективны. Постепенно пополняется список товаров, которые должны продаваться с обязательной маркировкой. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 860 от 5 июля 2019 года в него будет добавлена обувь. Начиная с 1 марта производство немаркированной обуви будет запрещено. Для производителей это будет означать дополнительные затраты на выполнение дополнительных процедур. Соответственно, это отразится на конечной стоимости продукции. Уже произведенные, но не распроданные остатки товара необходимо промаркировать до 31 марта текущего года.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хочу вам напомнить о нашем WhatsApp номере абонент МТС 279-2262, на который вы можете отправлять свои сообщения, поздравления. Потихонечку сообщения приходят, я их зачитаю обязательно в течение нашей программы. Мы продолжаем. Называют его прекрасным и убогим городом Индии, где нищета соседствует с величественными памятниками архитектуры времен британского правления. Город Калькутта. Какой она предстала глазами советского живописца Аркадия Налбандяна. Предлагаем посмотреть в нашей рубрике «Муза и музей». Дмитрий Аркадьевич Налбандян – один из самых именитых художников советского периода. Он лауреат Ленинской, Сталинской премии. Он награжден орденом Ленина и Трудового Красного Знамени. Но прославился он как мастер-портретист блестящий. Он написал целую галерею портретов членов Политбюро. И это и Хрущев, и Сталин, и Брежнев. И, кстати, его называли в художественных кругах первой кистью Политбюро. На что сам Налбандян говорил: в портретах это дух эпохи. И мой долг показать этот дух. Помимо того, что он блестящий портретист, он, конечно же, и писал и натюрморты, и пейзажи в своей излюбленной манере импрессионизма. И он мог мастерски показать и пышное цветение роз, и такую, может быть, кротость ромашек, или пожар листвы осенней, или заснеженных там деревьев. Часто ездил за границу, бывал в разных странах и привозил, конечно же, наброски, из которых потом рождались такие целые циклы и полотна о Греции, о Франции, об Англии. Но больше всего он любил Индию. И у нас в коллекции его работа «Калькутта», уличная сценка или базар в Калькутте. Вот подходя к этой картине, она такая очень звучная и говорящая. И такое ощущение вхождения в картину, она такая сочно написана, очень яркая, теплая, звучная. И прямо ощущаешь вот тепло этой страны, чувствуется, и прямо слышишь голоса людей, проезжающих вот этих рикш, велосипедов, и очень много солнца. Конечно же, он вошел в историю 20 века, в искусство, в историю. Он вошел как и блестящий портретист, и прекрасный мастер, импрессионист. Его работы, они находятся в ведущих музеях нашей страны. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир в преддверии 6-го международного кинофестиваля, который проводится в этом году с 18 по 22 марта. Сообщаем вам об итогах прошлого 5-го международного кинофестиваля, который прошел в 2017-м. И давайте вспомним его победителей. В основном конкурсе лучшим фильмом стал «Костер на ветру» режиссера Дмитрия Давыдова. Лучшей работой режиссера стала Аманда Кёрнел с фильмом «Самская кровь» из Финляндии. Специальный приз жюри за лучшую актерскую работу получил Рю Сын Бом с фильмом «Сеть» из Южной Кореи. Специальный приз жюри за работу режиссера получил Борис Хлебников из России. В конкурсе документального кино лучшим фильмом признан «Огонь» Надежды Захаровой. Специальным дипломом жюри за объемное этнографическое описание жизни кочевых народов Севера стали режиссер Сардана Барабанова и Диана Худаева. Фильм «Хранители тундры». Специальный приз жюри за блестящее исполнение роли французского режиссера, перевоплотившего датского принца в его китайского двойника, получил Даниэль Месгиш. Фильм «Гамлет и Даниэль»
театральное приключение в Шанхае из Франции. Вот такие вот итоги прошлого международного кинофестиваля. О том, каким будет предстоящий уже 6-й по счету кинофестиваль, мы сегодня говорим с нашей гостьей. Рада представить вам пресс-секретаря кинофестиваля Татьяну Юлаеву. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Ну, интересно, сколько в этом году подано заявок, наверняка их очень много, на сегодняшний день сколько насчитывается? На сегодняшний день насчитывается почти 1000 заявок из более чем 40 стран. Это Франция, Италия, Германия, Иран, Индия. Мы очень, конечно, рады этой цифре, потому что, на самом деле, 1000 заявок говорит о том, что сегодня кинофестиваль в профессиональной среде, он состоялся, он известен, а кинематографисты готовы в нем участвовать, хотят, подают заявки и планируют приехать к нам. Широкая география достаточно. Да. Что известно об участниках? Но сегодня у нас уже формируется программа основного конкурса и конкурса документального кино. Сегодня уже сформировано у нас 7 картин в основном конкурсе и картины, которые будут участвовать в конкурсе документального кино. Да? О том, кто конкретно именно участвует, я думаю, что все зрители смогут узнать на сайте нашего кинофестиваля ekatafilmfest.ru и, конечно же, в официальных аккаунтах в соцсетях. Кроме того, будет совсем скоро размещена программа кинофестиваля, которую можно будет также посмотреть на нашем сайте и на сайте наших главных официальных информационных партнеров, это afisha.ekt.ru. Я бы хотела сказать больше, наверное, о том, что вообще кинофестиваль, он все-таки состоит из нескольких частей, скажем так. Да? Конечно, главная часть – это конкурсные показы, да? Это фильмы для зрителей. Кроме того, есть очень большая образовательная часть в рамках кинофестиваля и деловая программа. В этом году впервые для детей будет организована анимационная школа для всех желающих пока, но сейчас идет отбор. На самом деле сегодня еще последний день, вы успеваете, а с условиями можно ознакомиться, прочитав информацию в официальном аккаунте в Инстаграме. И студия «Да», это Санкт-Петербургская студия анимации, сейчас ведет отбор ребят в возрасте от 8 до 11 лет, которые уже за несколько дней до старта кинофестиваля начнут заниматься. И в последний день, в день закрытия кинофестиваля, будет показана их итоговая работа, это мультфильм. Это создание мультфильма самого настоящего? Да, они будут создавать настоящий мультфильм, будет отбираться 10 человек, поэтому, если есть такое желание попробовать себя в анимации, то, в принципе, у вас еще есть время подать заявку и попробовать поучаствовать. Вот родителям в этом конкурсе. на заметку. Да. Вот. Кроме того, у нас предполагается мастер-класс по гриму. Это на самом деле был запрос самих кинематографистов. Вы знаете, что ежегодно в республике снимается в среднем 8-10 картин, причем они разноплановые. Это исторические, это и сказки, это и комедии, это какие-то в других жанрах картины. И, как выяснилось, что есть ряд специалистов, узких специалистов, которые на сегодняшний день очень нуждаются в нашей киноиндустрии. В первую очередь, это, конечно, гримеры. И вот у нас сами представители киноиндустрии попросили, чтобы, если есть такая возможность, привести. И поэтому к нам приезжает Елена Ваховская. Это на сегодняшний день входит в 5 лучших гримеров в российском кино. И из последних работ, в которых она работала, это «Легенда-17». Вот. Из более ранних работ она работала. Ну, у нее, в принципе, колоссальный опыт работы в кино, поэтому мы очень ждем. И уверена, что очень будет много желающих профессиональных визажистов, гримеров, которые захотят поучиться. Это будет такой интенсив несколько дней, когда можно будет конкретно заниматься уже только этим делом. Потом у нас еще предполагается еще серьезная деловая программа, да, которая будет, конечно же, обязательно будет круглый стол, который будет посвящен вопросам регионального кино. Но и самое интересное, наверное, это презентация мультимедийного проектора. Это инициатива Якутской республиканской киносети, которая предлагает создание специального проектора, который позволит развивать киносети в малонаселенных пунктах. Да, это то, о чем сейчас очень много говорится, и, наверное, одна из важнейших задач киноиндустрии, потому что помимо того, чтобы кино снималось, все-таки важная часть для того, чтобы был дальнейший прокат этих картин. И сегодня именно у Якутии есть такой положительный опыт при поддержке фонда кино, когда регион активно развивает киносеть.
в самых отдаленных регионах. И вот ребята предлагают в качестве, скажем так, альтернативного варианта тем дорогим DCP-проекторам, которые на сегодняшний день есть, предложить свой проектор, который позволит очень быстро и мобильно развивать эту сеть и, самое главное, еще и окупать ее. Вот. Но что касается программы кинофестиваля, я хочу сказать, что у нас еще ожидается очень важное мероприятие. Это вечер памяти актрисы Галины Тихоновой, который также будет проведен в рамках кинофестиваля. И там пройдет премьера ее последней работы. Это короткометражный фильм «Ие», который недавно был с успехом показан на кинофестивале в Клермон-Ферране. Я думаю, что многие знают, что это на сегодняшний день в мире самый престижный кинофестиваль короткометражного кино. И премьера фильма также будет вот в рамках кинофестиваля во время вечера ее памяти. Кроме того, у нас еще приезжает к нам наш, наверное, самый титулованный документалист Максим Арбугаев, который будет у нас участвовать в жюри, работать в жюри конкурса документального кино. И вот он привозит свою последнюю работу. Это фильм «Бой». Фильм, который рассказывает про футболистов, незрячих футболистов. Это паралимпийская команда по футболу, российская сборная. Вот. И он готовит премьеру этого фильма. Премьера пройдет в кинотеатре «Лена». И я думаю, что это будет очень интересное такое мероприятие, тем более, что сейчас планируется, идут переговоры о том, чтобы в премьере принимал участие тренер команды. И, насколько я знаю, Максим планирует посвятить эту премьеру своему первому тренеру по хоккею. Все люди, которые с ним близко общаются, кто следит за его творчеством, знают, что на самом деле Максим начинал как хоккеист. Который родом из Якутии. Да, да, он родился в Тикси, вот, здесь учился, так сказать, начинал заниматься хоккеем. Так получилось, что потом пришлось ему уйти из профессионального спорта, но сейчас он совершенно замечательно нашел себя в творчестве, и я думаю, что в этом немаловажную роль сыграли все-таки качества, которые были сформированы именно в профессиональном спорте. А помимо вот Максима Арбугаева, среди состава жюри еще кто? Да, конечно, у нас, вот вы сейчас сказали в своей подводке, да, в самом начале, потому что у нас на прошлом кинофестивале один из главных призов у нас получил Борис Хлебников. Это известный российский режиссер, который снял вот одна из последних его самых известных работ, это фильм «Аритмия», который по результатам опроса на одном из ведущих интернет-порталов нашей страны был признан мелодрамой, лучшей мелодрамой 21 века, но мы очень рады, что в этом году Борис все-таки Хлебников нашел возможность и принял приглашение. Он будет председателем жюри основного конкурса. Он приезжает в Якутск. Более того, он, помимо того, что он будет работать в составе жюри, он проведет еще мастер-классы совместно с коллегами. Вот. Кстати говоря, у нас будет еще один замечательный мастер-класс, который у нас проводит Антон Долин, который, я думаю, всем известен, этот кинокритик, поскольку помимо того, что он работает в ведущих федеральных изданиях, кроме того, он является соведущим программы «Вечерний Ургант». Это именно он каждый вечер всей стране рассказывает о том, какие кинопремьеры нужно обязательно посмотреть, на что обратить внимание. Так вот, он, как давний друг Якутского кинофестиваля, приезжает к нам и также будет читать лекцию «Как смотреть кино». Что ж, Татьяна, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. С нетерпением ждем, я думаю, все телезрители ждут поскорее 18 число. Действительно, ну, мало 4 дня, да, но Да. все же. Программа действительно широкая, всех приглашаем присоединиться. Да, будет кстати, интересно. все показы будут абсолютно бесплатные. Основная площадка – это Саха-театр. У нас Спасибо. рекламная пауза. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир, 2 марта на календаре, и рада зачитать сообщение, которое приходит к нам на наш WhatsApp номер. Это поздравление любимую маму, бабушку, прабабушку Дмитриеву Марию Накентьевну. Поздравляем с 80-летием, желаем здоровья, долгой жизни, муж, дети, внуки, правнучка из Чагды, Кобяйского улуса и города Якутска. Так, сообщения также приходят на якутском языке. Мои коллеги, надеюсь, зачитают их. Мы продолжаем. У нас свежий информационный блок, после чего снова с вами встретимся в нашей студии через 5 минут буквально.
Здравствуйте, это новости на телеканале Якутия-24. В студии Василий Раченко и главное к началу дня. В Шотландии зарегистрировали первого инфицированного коронавирусом. В правительстве страны уточнили, что заболевший вернулся из Италии. Между тем, сегодня в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пройдет встреча чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» по теме распространения коронавируса. В субботу правительство расставило приоритеты стратегии по сдерживанию вспышки болезни. Она предусматривает возможность отмены массовых мероприятий, несрочных операций, привлечения к оказанию медицинских услуг вышедших на пенсию врачей. Пока же основная рекомендация для населения – часто мыть руки и самоизолироваться при малейшем наличии заболевания. Первое заражение коронавирусом зарегистрировали и в Москве. Такая информация опубликована на сайте Лента.ру, и по сообщению издания случай уже подтвержден Роспотребнадзором. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице номер 1 столицы страны, после чего его подтвердили в ведомстве. Теперь анализы направлены в Новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение. Между тем, российский потребительский надзор призвал сократить поездки за рубеж. Гражданам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Глава ведомства Анна Попова считает, для того, чтобы на сегодняшний день быть защищенным, нужно максимально сократить возможные и предполагающиеся поездки за рубеж страны. Попова добавила, что как в России, так и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией и при малейшем недомогании обратиться к врачу. Перейдем к новостям нашего региона. Более 200 образовательных арктических программ действует на сегодня в Якутии. По ним обучается порядка 10 тысяч студентов. Такие данные привел ректор СВФУ Анатолий Николаев. С 2017 по 2019 годы в предприятии и организации на территории арктической зоны страны трудоустроено 220 выпускников вуза. Цифры хорошие, но в связи с расширением географии Арктики необходимо улучшить показатели, добавил Николаев. По мнению ректора, для этого необходимо оказать меры поддержки молодым специалистам, а также улучшать материально-техническое обеспечение университета. Кроме того, в программах «Земский врач» и «Земский учитель» для районов арктической зоны должны быть предусмотрены системы дополнительных социальных мер и льгот. Требуется поддержка федерального центра для строительства 2 учебно-лабораторных корпусов и общежитий в Якутске, Мирном и Нерюнгри. Зональный гражданский форум стартовал в Мирном. Представители некоммерческого сектора, общественных советов и экспертов с Ленского, Сунтарского и Мирнинского районов в течение 2 дней обсудят инициативы и проекты в области социального партнерства. Также пройдет тренинговая работа, семинары и консультации. Целью форума ставят создание благоприятных условий для повышения гражданской активности общественных советов. Общественная палата вообще является диалоговой площадкой между представителями власти, общества и бизнеса. И с одной единственной целью – это улучшение благополучия, благосостояния населения нашего региона. И надеюсь, что результатом этой работы будет активизация деятельности общественности в целом по взаимодействию с представителями власти, чтобы бизнес был очень активно вовлечен. В первую очередь увеличится количество социальных проектов, в том числе участие в какой-то грантовой поддержке. Отцы-одиночки с детьми посетили государственный цирк Якутии. Культурный поход состоялся в рамках акции «Добрый февраль», которая стартовала на нашем телеканале. Государственный цирк выделил 20 билетов на представления, карнавал и мультипульти. Отцы и их дети смогли насладиться выступлением известных мультигероев. К нам предложило письмо от телеканала Якутия-24 о том, что поддержать их проект «Добрый февраль», где у них принимали участие отцы-одиночки по обстоятельствам, воспитывающие детей сами. Каждый раз, когда к нам поступают такие заявки, с радостью помогаем, стараемся чем-то помочь, тем самым внести свою лепту. И, конечно же, мы не остались на стороне и поддержали эту акцию «Добрый февраль». Выражаем благодарность телеканалу Якутия-24 и Сакасирку за предоставленные билеты. Сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся к обсуждению главных событий утра. Не переключайтесь.
Спасибо, коллега. Мы продолжаем наш эфир. Наши персональные и финансовые данные – мишень для мошенников, орудующих не только в реальном мире, но и достающих нас по телефону и в интернете. К сожалению, вопросам финансовой безопасности многие задаются уже после того, как потеряли свои деньги. Однако правила эти очень просты. О самых основных нам сегодня расскажет наша гостья. Рада представить вам эксперта Центра финансовой грамотности Арину Тверитину. Арина, доброе утро. Доброе утро. Но мы часто слышим фразу «никому никогда не сообщайте своих персональных данных». Да? Возможно, не все понимают, что конкретно подразумевается под персональными данными. Что это? Ну, персональные данные – это информация, которая позволяет идентифицировать вас как личность. В первую очередь это, естественно, фамилия, имя, отчество, дата вашего рождения, паспортные данные, что может быть еще, номер сотового телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, ну и, наверное, все-таки реквизиты банковских карт. Вот это самые ключевые моменты, я бы сказала. Ну, каким образом, да, мошенники завладевают нашей персональной, личной информацией? Как этого избежать? Ну, в настоящее время я бы сказала, что злоумышленники, наверное, используют различные способы для получения доступа к нашим личным данным. В первую очередь, наверное, это фишинговые сообщения, то есть это письма мошенников, от мошенников точнее, да, а те, в свою очередь, представляются как раз-таки сотрудниками банков, либо иных финансовых организаций. Также фишинг включает в себя поддельные сайты, на которых представлены достаточно дешевые товары и услуги, на которые уже ведется покупатель, то есть в результате вводит данные карты и теряет уже все свои деньги. Вот. Но чаще всего, наверное, мы сталкиваемся с тем, что мошенники звонят по номерам телефонов, которые мы сами таки оставляем в социальных сетях, в том числе на досках объявлений. Вот. Ну, как вы уже сказали, к сожалению, многие из нас задаются вопросом финансовой безопасности очень поздно, да, когда мы уже потеряли определенную сумму. Поэтому стоит всегда помнить, что ни в коем случае не стоит распространять, передавать свои персональные данные, если это не закрепляется вашим личным согласием, которое уже отражается, например, в приложении к договору сделки. Вот, я бы так сказала. Вот также вот очень часто, да, мы оплачиваем через интернет-магазины, да, свои покупки. Может быть, нужно иметь какую-то отдельную карту для этого. Да, вообще это лучший способ, на самом деле, завести отдельную какую-то дебетовую карту, да, на которую вы всегда можете положить определенную сумму для совершения интернет-покупок. Вообще фишинговый сайт легко отличить от обычного, да, по сложно составленному адресу, в первую очередь, также отсутствию отзывов и, ну, как я уже сказала, наличию каких-то дешевых товаров и услуг. Вот. Также при вводе данных вашей карты всегда стоит обратить внимание на адресную строку браузера, поскольку конфиденциальная финансовая информация должна передаваться по защищенному соединению. Вот. Если вы расплачиваетесь в магазине, либо в кафе, соответственно, не стоит передавать никогда карту в руки продавцу, переворачивать ее. Также старайтесь закрывать пин-пад при вводе пин-кода, да, от третьих лиц. Ну и, наверное, нужно всегда брать все-таки с собой чек за оплаченную покупку. Карту никому не доверять, только сам. Да, самое главное, никому не передавать свою карту. А как вот определить, да, мошенники вот имеют наглость звонить нам, да, напрямую, притворяться сотрудниками банка? Как определить, что это мошенник, а не сотрудник банка? Ну, здесь, наверное, стоит запомнить, что сотрудник банка никогда не будет вам звонить. Вообще максимум, что может делать банк, это позвонить и временно, не позвонить, а точнее временно заблокировать вашу карту, и то в случае наличия каких-то странных, скажем так, операций, да. Вот. Но звонить вам никто никогда не станет, и если все-таки это случилось, и кто-то позвонил и представился вам сотрудником банка, необходимо просто сказать, что у вас сейчас нет времени, вы сами позвоните в банк и, собственно, спокойно положить трубку.
этого будет достаточно. И в дальнейшем уже игнорировать данные звонки. А еще, по-моему, там номера какие-то странные выходят. Да, сейчас Да? очень странные номера. В принципе, в любом телефоне есть такой функционал, что вы можете заблокировать номер, и в дальнейшем вам уже не будут поступать звонки с этого номера. А как обезопасить себя во время покупок и как вообще хранить пин-код? Стоит ли его вообще хранить? Да? Ну, наверное, да, не разглашать, не озвучивать точнее, да, и никому не показывать свой пин-код. Главное правило безопасности. Вот. Некоторые любят записывать пин-код на каких-то бумажках, хранить его, не дай бог, в кошельке. Некоторые записывают на самой карте. Вот это не стоит делать ни в коем случае. Лучше, наверное, хранить данную информацию дома, либо, в принципе, вы можете установить любую комбинацию цифр кода на ваше усмотрение, да, которую вы наверняка не забудете. Вот. Данная услуга сейчас, в принципе, доступна в любом банке. Поэтому ну, Что ж, Ага. пин-код лучше никому не озвучивать. Арина, давайте подведем итоги. Значит, в первую очередь, да, чего не надо делать? Или надо делать, да? Завести отдельную карту для покупок в интернете. Да, обязательно хранить информацию о пин-коде, ну, в худшем случае вы можете сделать это дома. Но лучше, конечно, запомнить и, соответственно, чтобы нигде у вас это не было зафиксировано. Никому не давать свою карту Да. со своими номерами, с оборотным номером, да? Да, обязательно. CVC-код тоже не стоит озвучивать. Ну и самое главное, в принципе, не распространять свои персональные данные. То есть если вы действительно не заключаете какую-то сделку, да, которая будет подтверждена у вас юридически. Никому и никогда не сообщайте свои персональные данные. Да, Арина, все спасибо верно. вам большое за Спасибо участие вам в нашей большое. программе. Плодотворной вам работы. Ждем вас снова в нашей студии по Спасибо большое. самой актуальной теме. Спасибо. Ну а у нас на очереди небольшая рекламная пауза, после которой мы снова продолжим общаться. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем 2 марта на календаре. Каким ожидается этот день сегодня, узнаем у синоптиков. Сегодня в центральных улусах, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром температура воздуха составила минус 25, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 15. В заречных улусах минус 23, минус 26 утром, днем до минус 12, минус 16. В южных улусах минус 18, минус 20 утром, днем минус 11, минус 13 градусов. В Вилюйских улусах минус 21, минус 23 утром, днем ожидается до минус 13, минус 15. В Нижнеленских минус 24 утром, днем минус 16, минус 17 градусов. А в западных улусах минус 17, минус 20 утром, днем минус 11, минус 12. В Колымендигирских улусах минус 19, минус 23 утром, днем до минус 13, минус 21 градуса. В Янских улусах минус 20, минус 27 утром, днем минус 17, минус 20 градусов. На северо-западе минус 18, минус 26 утром, днем до минус 16, минус 19. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 29 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 13, минус 15 градусов. Ну а на прошлой неделе мы запустили нашу новую рубрику красоты для нашей прекрасной половины. Анжелина Монастырева сегодня снова готова поделиться своими бьюти-лайфхаками. Доброе утро! Меня зовут Анжелина. Наверняка каждая девушка сталкивалась с такой проблемой, как высохшая тушь. Но вы не спешите ее выбрасывать, можно решить эту проблему при помощи одной хитрости. Итак, берем тушь, оливковое масло и добавляем всего пару капель. И таким образом наша тушь вдохнула новую жизнь.
И я надеюсь, что мои бьюти-советы вам пригодятся. Итак, мы продолжаем. Поздравляем с днем серебряной свадьбы наших дорогих людей Сон Нюргуяну Львовну и Виктора Михайловича. Будьте счастливы и здоровы. Сестры Любовь, Лилия и брат Петр. Также еще одно сообщение. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не звоните. Номер специально для того, чтобы писать к нам по WhatsApp. Мы продолжаем. С 5 по 7 марта 2020 года в Доме дружбы народов имени Кулаковского состоится самое масштабное мероприятие в сфере народных художественных промыслов. 10-я юбилейная республиканская выставка-ярмарка «Якутия мастеровая», приуроченная ко Дню народного мастера республики, году памяти и славы Российской Федерации, году патриотизма в Республике Саха-Якутия. 5 марта с 12 до 13 пройдет праздничное шествие в национальных костюмах. Традиционный якутский костюм – это национальный костюм якутов. В нем сочетаются культурные традиции разных народов. Он приспособлен для полярного климата, что отражается как в крое одежды, так и в ее оформлении. Сложившаяся в XIII веке якутская одежда сочетает в себе множество разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстный мех, сукно, жаккардовый шелк, кожа. Костюмы украшаются орнаментальными вставками, бисером, металлическими украшениями и подвесками. Претерпевая различные трансформации и модификации под влиянием происходящих исторических событий в социальной и культурной жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие художественные традиции. Якутская дохристианская одежда изготавливалась в основном из природных натуральных материалов: кожи, замши, меха домашних животных, так как основным видом хозяйственной деятельности якутов, как тюркского народа, было табунное коневодство и разведение крупного рогатого скота. О республиканской выставке ярмарки «Якутия мастеровая» мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Рада представить вам Дарью Гуляеву, руководителя фондового выставочного отдела Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симех», и Александра Гоголева, директора Национального центра. Доброе утро, Дарья Васильевна, Александр Николаевич. Доброе утро. Ну, как вот мы уже сказали, да, в информации, что мероприятие начнется именно с шествия, да? Правильно? Мероприятие начнется у нас с открытия выставки. С Это утра. произойдет с утра, в 10 часов. Уже открытие выставки ярмарки в Доме дружбы народов имени Алексея Емельяновича Кулаковского. Кто принимает участие в выставке? Это заслуженные мастера, начинающие? Сколько всего участников насчитывается? Насчитывается у нас участников почисленно, мы пока не посчитали, но заявки у нас поступили от 21 улуса и от отдельных мастеров где-то около 200. Участвовать на выставке ярмарки могут все, от начинающих до народных мастеров. Выставка народных мастеров, она у нас выставляется отдельно на 3-м этаже Дома дружбы народов. Так, а вот помимо выставки, да, еще какие мероприятия ожидаются, что будет интересно населению и для самих участников? У нас еще запланирован блиц-турнир, блиц-конкурс по пошиву аксессуаров народного традиционного костюма. Поступило заявки где-то около 17 человек, пожелали показать свое мастерство. В течение 3 дней они от начала до конца пошьют нам шапки, рукавицы, сумочки и так далее. Интересно, кто будет гостями мероприятия? Особых гостей мы не ожидаем. Это произойдет в рамках
нашей республики. Ага. Александр Николаевич, ну, 10-й раз, да? 10-й раз. Проводится мероприятие. Да, Мгм. Якутия мастеровая 10-й раз, но в 2012 году указом президента, когда в Якутии был учрежден День народного мастера. Мгм. Это праздник, который не имеет аналогов и в России, и во всем мире. Мы единственная республика, которая имеет свой День народного мастера. Но это обозначает внимание руководства нашей республики к нашему делу. Мероприятие проходит ежегодно. Да, ежегодно Мгм. 4-й раз Ага. в Шесте пройдет, и 10-й раз Якутия мастеровая. Ага. Ну, что-то изменилось? Все-таки можно сказать, что это юбилейное, да, по счету Да. Юбилейный, мероприятие? да, Мгм. юбилейный 10-й год. С каждым годом все больше участников. Так. Если в прошлом году участвовало на этих мероприятиях 14 тулусов, то в этом году только вот на сегодня 21 заявка. Это тоже прогресс. Мгм. Так, и проходит у нас мероприятие несколько дней же, да? Начиная дня. с 5-го, 6-го и 7-го будет закрытие торжественное. А площадка только одна, дом Кулаковского, да? Да, одна. И город Якутск, и вся республика. Мгм. Ну что ж, давайте пригласим наших телезрителей и гостей столицы. Мгм. Пожалуйста. Конечно. Приглашаем вас посетить нашу выставку-ярмарку с 5 по 7 марта. Мгм. Дарья Васильевна, Александр Николаевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы продолжаем наш эфир. Напомним, что у нас идет флешмоб от нашей передачи. Песня «Катюша». Далее посмотрим участников флешмоба. Что ж, доброе утро. Если вы также хотите стать участниками данного флешмоба, вам нужно исполнить песню «Катюша». Состав участников должно быть не менее 10 человек. Все это видео, все это дело вы нам отправляете на нашу почту utro.nvk@mail.ru. Обязательно, уважаемые телезрители, подписывайтесь, что за коллектив, с какого района, потому что все это учитывается. В самых ярких, самых интересных, мы харизматичных покажем в нашей программе. Обязательно вы себя увидите. utro.nvk@mail.ru наша почта. Ну и напоследок хочу зачитать сообщение. Поздравляем Светлану Васильеву с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и любви от Юкагирской общины. С наилучшими пожеланиями Надежда и Анатолий подписались. Я присоединяюсь к поздравлению и прощаюсь с вами до завтра. Пусть новая неделя подарит вам только хорошие новости и
отличное настроение. Ну а далее передаю слово своим коллегам из якутского блока Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. На этом прощаюсь с вами. Отличного дня!